Если сейчас мы не вовремя, ну ладно. Есть у вас какие-то вопросы, трудности, проблемы? Первым делом инспекторы ПДН посещают проблемную семью из села Выльгорцы Ктавдинского района. Мама в одиночку ухаживает за сыном-инвалидом. Мальчик страдает детским церебральным параличом. Стражи порядка уделяют ребенку особое внимание. У вас всегда приходит к вам учиться, да? Да. Вот так как бы. Получается, справляется? Я ему все делала. Ну, через соцконтракт. Ну, у нас были соцконтракты, диваны, комоды, второго, все. И вот. Ну, как бы, чтобы ему было комфортно. Семью поставили на учет, поскольку мама злоупотребляла спиртным и не уделяла должного внимания своему особенному мальчику. Из-за алкоголизма женщина не контролировала эмоции и срывалась на сыне. Могла не только накричать на него, но и ударить. К счастью, она все же взяла себя в руки и смогла побороть страшную зависимость. Теперь заботится о ребенке, старается создать для него уют. Ну, советовали как бы психолога, Да, конечно. что одна постоянно, и бывает, да, срывы. А папа-то когда приезжает у людей? Папа у нас на поселении. А когда его Слава Богу, то, что его и нету. А когда последний раз употребляли спиртное? Ой, я давно уже. Молодцы, держитесь тогда. Инспекторы ПДН убедились, мама действительно взялась за ум. Дома чисто и прибрано. В комнате большая коробка игрушек. Видно, мальчик живет в комфорте. А главное, в любви и заботе непьющей мамы. Правоохранители обещают, если женщина продолжит в том же духе, ее снимут с полицейского учета. Ходит без пропусков, да? Угу. 1 сентября в школу идет. В школу идет. Да. А у вас уже выпускной был, да? Да. Угу. В какую школу пойдет? 33-ю. А это уже Сыктывкар. Семья, которую навестили инспекторы, проживает в малосемейном общежитии. Несколько лет назад мать 2 дочерей пристрастилась к спиртному, и воспитание детей ушло на второй план. Ее старшая 17-летняя дочь сейчас в роддоме, ждет появления первенца. А младшая недавно выпустилась из детского сада. Полицейских женщина встретила в адекватном состоянии. Рассказала, что потихоньку готовит дочку к школе, а летом они планируют съездить в деревню. Последний месяц Я мы вам сказали, не звонила, у будем вас есть ходить. номер телефона? Есть. Пропущенный там. Вы мне напишите, если вы уедете. Ага, хорошо. Ну, последний Да, месяц чтобы я мы знала, написали. где ребенок, где находится. Хорошо? Всероссийская операция «Защита» проводится ежегодно и приурочена к Международному дню защиты детей. Ее основная цель – найти и остановить тех, кто причиняет вред юному поколению, предотвратить жестокое обращение с несовершеннолетними и проконтролировать, что они сами не причиняли зла другим. В рамках мероприятий проверено 637 законных представителей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. В отношении 44 законных представителей, надлежащим образом исполняющих родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административном правонарушении. Рейды проводились не только по проблемным семьям. Полицейские проверяли места, где часто любят собираться школьники – парки, детские площадки и торговые центры. Сейчас, в начале летних каникул, это особенно актуально.